Что касается дела Хайсера Джемилова, все события происходили в 2013 году в Бахчисарае, когда еще никаких территориальных притязаний Российской Федерации на Крым не высказывала. Произошла трагическая случайность. Выстрелом из карабина своего отца Хайсер застрелил друга семьи, человека, который работал в огороде Февзии Демова. И сразу в этот же день было возбуждено органами правоохранительными Украины уголовное дело. Оно длилось в Украине почти год, но к моменту аннексии Хайсер находился в следственном изоляторе Симферополя и не смог предпринять никаких действий для того, чтобы как-то отреагировать на эту аннексию. Когда он оказался в руках российских правоохранителей, было принято решение возбудить по новой уголовное дело. Дело было возбуждено по статье «Умышленное убийство из хулиганских побуждений» с максимальным санкцией пожизненное лишение свободы. И фактически Хайсер стал инструментом давления в руках российских властей на его отца Мустафу Джемилева, то есть фактически стал заложником. После этого, поскольку на тот момент в Крыму не было суда, который мог рассматривать данное дело, Верховный суд Российской Федерации принял решение передать дело для рассмотрения в Краснодарский краевой суд, как в наиболее ближайший географически расположенный регион. Несмотря на то, что на тот момент имелось два решения Европейского суда по правам человека, вынесенных в экстренном режиме по 39-му правилу, в которых указывалось на недопустимость вывоза Хайсера Джемилова с территории Крыма, Российская Федерация проигнорировала эти решения. И на этой стадии я вступил в это дело, добился для Хайсера рассмотрения дела не судьей единолично, а коллегией присяжных. И в коллегии присяжных мне удалось добиться переквалификации его дела с тяжкого преступления в обвинении умышленного убийства на причинение смерти по неосторожности. То есть присяжные оправдали его по тому обвинению, которое выдвигалось, а также посчитали, что он заслуживает снисхождения по обвинению в хищении оружия. Таким образом, к моменту приговора Краснодарский краевой суд вынес в отношении него приговор 5 лет. Он был осужден за хищение и хранение оружия и боеприпасов и за причинение смерти по неосторожности. Впоследствии Верховный суд еще снизил наказание до 3,5 лет, поскольку срок давности привлечения по статье причинения смерти по неосторожности уже истек. Но в деле есть еще один интересный нюанс. Дело в том, что до вынесения приговора российским судом Хайсер был осужден Днепровским районным судом города Киева заочно, был по тем же самым основаниям и был приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Позднее Хайсер отбывал наказание в колонии номер 10 в городе Астрахань. Сразу фактически, как он туда попал, на него начали накладывать взыскания. Более 250 дней за год он провел в штрафном изоляторе. Но, по счастью, пытки к нему не применялись. Это было обусловлено во многом тем, что каждый месяц я приезжал, инспектировал его состояние, держал колонию в тонусе. И подобные вещи, которые мы слышим, происходят с другими заключенными, в том числе с Эльдаром Дадиным, по счастью, с ним не происходили. Срок окончания заключения Хайсера Джемилова наступает 26 ноября. Но поскольку это выходной день, по российским законам его обязаны отпустить в последний рабочий день перед этим сроком, то есть это будет в пятницу 25 ноября. Есть, конечно, существенное опасение о том, что российская власть не захочет так просто отпускать ценного заложника. Я опасаюсь, что в отношении Хайсера могут попытаться возбудить какие-то новые уголовные дела, сфабриковать. Ну, якобы он что-то украл или там ударил охранника или что-то такое. Но если этого не произойдет и он выйдет за ворота СИЗО, то главная задача будет исключить любой его контакт с правоохранительными органами Российской Федерации. Необходимо будет переместить его в безопасное место. Туда в пятницу приедет его семья, прежде всего мать Сафинар, приедет его супруга. И я думаю, что уже на месте родственники будут определять, куда Хайсер поедет дальше. Дело в том, что незадолго до его освобождения тайно в мое отсутствие в Астрахани был проведен суд, согласно которому ему был установлен административный надзор на 3 года в городе Бахчисарай. Решение незаконное, потому что ранее, летом
поэтому мне удалось добиться от Российской Федерации признания того, что Хайсер без каких-либо оговорок является гражданином Украины. То есть в России он иностранный гражданин, а в отношении иностранных граждан административный надзор не налагается. И мне известно, что это решение было отменено, было вынесено какое-то новое решение. В ближайшие дни я собираюсь посетить Астрахань и этот вопрос прояснить. Хайсер — это не единственный гражданин Украины, который удерживается в Российской Федерации. Речь идет о десятках людей. Это и уже освобожденные к настоящему времени заложники: Савченко Надежда, Геннадий Афанасьев, Юрий Солошенко. Но удерживаются еще десятки других граждан Украины по таким же сфабрикованным делам, вымышленным делам. Это и Сенцов, Кольченко, Карпюк, Клых, Литвинов, масса людей абсолютно. В Крыму то же самое здесь происходит с гражданами Украины. Дело в отношении Чайгоза, дело в отношении участников Хизбут Тахрир, ряд других уголовных дел, те же диверсанты. И Хайсер не исключение. Несмотря на то, что он оказался в следственном изоляторе на момент аннексии за совершенные преступления, дальнейшие действия Российской Федерации в отношении него были, скажем так, обусловлены политическими причинами, прежде всего личностью его отца, и никаких оснований удерживать его в Российской Федерации не было, кроме желания удерживать его как политического заложника, как инструмент давления на его отца. Поэтому, когда мы говорим о Хайсере, мы не говорим о том, что он герой, такой же, как Сенцов или Савченко, которые вели себя соответствующим образом на судебных процессах. Нет, он жертва этих обстоятельств, и он заложник, и по-другому его назвать никак нельзя.